Здравствуйте, уважаемые телезрители. Эфир АЛЛАТО-24 продолжает программа «Еще не вечер». В студии работаю я, Вера Черненькова. Президент Садыр Джапаров подписал поправки, вносимые в закон о переводе трансформации земельных участков. Эти изменения направлены на разрешение многолетних проблем граждан, построивших дома на земельных участках, где застройка жилья не планировалась. Отмечается, что согласно документу решаются вопросы с порядком получения документов на земельные участки путем разъяснения процедуры и уточнения органов, в которые можно обратиться. Другие подробности мы узнаем у заместителя директора Государственного агентства по земельным ресурсам при Министерстве сельского водного хозяйства и развития регионов Абакытбека Асанбековича Дюсубекова и независимого эксперта, члена Ассоциации землеустроителей и геодезистов Джер-Ине Джейнбека Кемалиевича Мамбетова. Здравствуйте. Итак, насколько своевременен закон, который был подписан президентом о переводе трансформации земельных участков? Здравствуйте. Действительно, этот закон уже давно назрел. Вы знаете, в 2009 году был принят закон о моратории на трансформацию, перевод орошаемых земель. С тех пор на населенные пункты для решения индивидуальных вопросов орошаемые земли не переводились. Ну, естественно, были застроены уже на орошаемых частных землях, и в 16-17 годы была проведена большая работа комиссий, определялись земли, которые были застроены, и эти земли, начиная с 2009 по 2018 год, составили порядка 1700 гектар, где проживало более 11 тысяч семей. И этот вопрос нужно было решать только принятием закона. 13 ноября 2020 года был принят первый закон, которым наш уважаемый президент подписал указ. И с принятием этого закона разрешалось переводить орошаемые земли только в 3 случаях. Первое, это если они были застроены в этот период. Второе, если они были разделены на мелкие участки и получили правоудостоверяющие документы. И третье, если они остались непригодны для сельского хозяйства. И вот 13 ноября этот первый закон был принят. Ну, после этого остались вопросы, кто будет платить сельскохозяйственные потери. Это порядка за 1 гектар более 1,5 миллиона сомов нужно было за 1 гектар сельскохозяйственного потери платить. Учитывая состояние, нынешнее положение, учитывая социальное положение граждан, было принят закон, который недавно вышел, чтобы при переводе эти земли не уплачивались сельскохозяйственные потери. И чтобы граждане сами могли обращаться в районные комиссии. Вы являетесь членом Ассоциации землеустроителей и геодезистов Джер-Ине. Скажите, пожалуйста, с какими проблемами сталкиваются жителями, которые построили дома на вот этих участках нетрансформированных? Ну, это вообще-то сколько лет уже они это бьются, но наконец-то вот это, согласно этого указа, закона, они могут оформить свои земельные участки. Ну, препятствия какие? Препятствия не могут оформить свои земельные участки документально, документировать не могут. Сейчас могут. Теперь вопрос об оформлении этих земельных участков. Как это будет происходить? Вот, это Бакытбек рассказал, как надо. Ну, эти застройщики должны быть на местных госрегистрах обратиться. Мне кажется, до этого постановления уже комиссия работала, они знают, где узаконить, как узаконить. У них это уже комиссия не зря же работала, и не зря столько говорят, сколько это гектаров, они узнают
уже будет это уже известно. Вот поэтому надо это просто это гражданам активно участвовать и это оформить свои земельные участки. Не так думается. Ну что ж, большая ответственность лежит на органах местного самоуправления, и от их правильных действий будет зависеть, как будет реализовываться вот подписанный закон. Скажите, пожалуйста, что необходимо для того, чтобы не было никаких пробуксовок на местах? Ну, во-первых, в реализацию этого закона разработан проект положения. Он уже подписан? Нет, он еще не подписан, он уже разработан. Этот проект положения будет принят. Согласно этому проекту положения, там расписано, создается комиссия, кто в эту комиссию входит, какие службы входят, каков порядок рассмотрения документов, какие документы должны предоставляться, кто предоставляет эти документы. То есть весь порядок описан. И я думаю, что согласно этому порядку граждане, которые получили право на трансформацию, подают эти документы. Действительно, там работа предстоит небольшая, не маленькая, то есть работа с органами архитектуры, по инфраструктуре, чтобы был генеральный план, чтобы там были социальные объекты, чтобы дороги были стандартные дороги были, чтобы проекты домов. То есть это нужно будет обсуждать уже с органами местной власти, то есть со службами, и проводить эту работу уже на местах. Разъясните, пожалуйста, вы сказали, что вот сейчас сами жители будут делать инфраструктуру. Это проводить чистую воду, да, строить дороги, детские дома, школы. И вы затронули тему, что они предоставят определенные проекты. Нет. Каким образом это будет все выглядеть? Имеется в виду, расходы по инфраструктуре несут сами граждане. А, конечно же, генплан, все эти проекты будут органами местной службы, то есть архитектуры. То есть с ними должна проводиться тесная работа с энергетиками, свет проводить, воду проводить, то есть по инфраструктуре. Расходы на самих граждан, но, конечно же, работу будут проводить местные службы. Как вы оцениваете вот работу межведомственной рабочей группы, которая именно проводила инвентаризацию земель и включила, да, все эти земельные участки, которые будут трансформированы в настоящее время? Там были представители многих министерств, ведомств, органов местного самоуправления, местных властей. И это все детально изучалось, где застроено, сколько гектар застроено, сколько гектар разделено на мелкие участки, какие остались без орошения, которые невозможно использовать для сельского хозяйства. То есть была проделана большая, огромная работа. Скажите, пожалуйста, не повлияет ли это на продовольственную безопасность, что вот часть орошаемой пашни, да, будет отдана под застройку? Фактически, как влияет, ну, повлияло же уже. Почему? Потому что люди там живут, уже построили. Орошаемой пашни уже фактически нету. Просто это по учету Получается, уже сколько лет эти да, земли не использовались под сельское хозяйство? Да, фактически это не использовалось. Больше 10 лет. Да, больше 10 лет. Я так думаю, сейчас это, что впредь этого не было, надо определить это высокопродуктивные земли, что это, чтобы обеспечить эту продовольственную программу, и дополнительно должны быть это освоить новые земли, пахотные, под пашню, под многолетние сады. Вот в этом русле надо это, в государстве надо это работать, составить программу государственную, вот, чтобы восполнить те потери, которые сейчас случилось. Вот поэтому это надо государственную программу по восполнению этих земель. Но практически же это, мы говорим сейчас это, чтобы мы отдали, уже давно их нету. Если признать, их нету. Почему? Потому что уже живут там люди. Вот поэтому надо это, если перспективу думать, надо это восполнить освоением новых земель. Я так считаю.
Скажите, пожалуйста, каков порядок оформления документов и в какие сроки люди могут уже начать действовать, потому что это один из часто задаваемых вопросов. Мы сейчас обсуждаем о том, что закон подписан, он вступил в действие, но есть определенные сроки, когда люди могут начать уже подавать документы и работать со всеми соответствующими органами. Ну, это, во-первых, граждане подают заявление в местную районную администрацию, где создана эта рабочая комиссия. И основная работа, там месячный срок, там проводится эта вся работа. То есть, когда определяется генеральный план, все эти инфраструктура, все документы, и там уже потом принимается решение о трансформации, и потом уже остальной порядок, он недолгий. Согласовывается с министерством и принимается решение правительства. Но основное это первоначальная работа, чтобы провести, определить инфраструктуру, генеральный план застройки, основная работа на местном уровне. Ну, скажите, пожалуйста, у представителей органов местного самоуправления у них есть карта вот земель, которые уже определены под трансформацию. Они могут с закрытыми глазами, в общем-то, решать вопрос о даче разрешения, или должна быть проведена еще какая-то работа? Определенные работы, там каждый по своей компетенции, органы госрегистра, у них есть карты, где какой контур где находится, у органов архитектуры есть, они на этих картах и на своих картах строят свои генеральные планы, и после этого уже эти все процедуры, вся это рассматривается. Можно это помнить. В этом случае Бакыт говорит, что это надо, эта карта есть. Карта у них есть, но вот эту карту надо сейчас это обновить. Почему? Потому что в госрегистре нет, где какая семья, где это земельный участок начинается, кончается. Но у них есть общая площадь. Но в Сокулукском районе, Аламудунском районе, хорошо, Волжской области. по районам есть, но каждого нет уже, каждого семьи. Вот поэтому надо это, новую съемку надо сделать, чтобы уточнить. Ну, насчет генерального плана. Генеральный план очень, почти что уже генплан есть. Почему? Потому что застроен земельный участок. Вот поэтому надо ускорить это с разработкой генеральных планов, чтобы это людей не задерживать и обеспечить документацией. Надо это в первую очередь надо генплан разработать. В генплане все соответствующие структуры будут это генплан согласовывать. Вот поэтому надо ускорить вот это генплан, и согласно этого генплана надо людям быстрее надо выдавать документы на земельные участки. Ну, чтобы получить Красную книгу, Да, мы, да. например, делали генплан нашего участка, где у нас находится дом, какие другие постройки, что отведено там по огороду и так далее. Вот теперь владельцы вот этих земельных участков должны иметь такой генеральный план собственного дома и собственного участка? Собственного дома это вторая очередь. Первую надо это вот по участку надо генеральный план иметь. А потом это кто будет заниматься генеральным планом? Генеральный план, как по закону должен заниматься структура архитектуры. Заказывать генплан, там, начертить. Но, насколько я знаю, многие застройщики имеют генплан. Уже давно заказали. Есть такие даже. Ну вот надо узаконить. Это посмотреть, соответствует или нет. Без генплана они не могут, госрегистры не могут границы участка. С фасадной участка стороны зашли или вышли. Вот поэтому надо в первую очередь генеральный план, и чтобы установили красную линию. Красная линия это что? Линия застройки. Вот поэтому надо это в первую очередь государственным органам надо обеспечить генеральным планом этих застройщиков.
а потом выдавать это. Ну, мне кажется, это тоже, значит, это указ вышел, но, как он говорит, положение еще не разработано, генплан еще не разработан, еще это требуется какое-то время. Поэтому надо это ускорить. Столько лет ждали люди, вот поэтому государственные органы ускорить этот процесс с разработкой положением, а потом генпланом, а потом обеспечить, защитить и обеспечить эту документацию всех граждан. Скажите, пожалуйста, какие организации ответственны в реализации вот этого закона? На данный момент порядок разработка за нами, за земельным агентством. Далее уже мы его разработаем, проект уже готов. И после этого уже основная работа, как мы сказали, будет на местном уровне. Это инфраструктура, генеральный план, свет, вода, чтобы все эти коммуникации были, социальные объекты были. Это все потом уже на местном уровне. Но создание инфраструктуры – это дело чьих рук? Каким образом это будет делаться? Это совместные будут расходы, как согласно закону, расходы за собственниками этих участков. А уже работа, конечно, будет проводить соответствующие службы. Это службы водоканал, Североэлектро. Это за службы. Но это же не будет делать индивидуально каждый житель, это должен сделать представитель Айлукнуту, подавать заявки. Да, насколько я знаю. Сейчас это, которые вокруг, расположены вокруг это города Бишкек, у них имеется канализация, водопровод, электроэнергия уже обеспечены. Просто генплан это надо указать, как она проходит, и все нанести на карту, и все, а потом это ускоренным темпом надо генплан начертить и обеспечить это документацией. Ну, в первую очередь, это должны это органы архитектуры. В первую очередь. Потом, после этого, генплан они это получат, генплан начерчено. Это вторая очередь, это госрегистр. Должен начертить и обеспечить документацией. Вот и все. Ну что ж, я думаю, что этот разговор не последний о том, как будет реализовываться закон о переводе, трансформации земельных участков. Уважаемые телезрители, сегодня мы беседовали в студии с заместителем директора Государственного агентства по земельным ресурсам при Министерстве сельского водного хозяйства и развития регионов Бакытбеком Асанбековичем Джусубековым и независимым экспертом, членом Ассоциации землеустроителей и геодезистов Джир-Ине Джейнбеком Акималиевичем Мамбетовым. Оставайтесь на Ало-24.